В Магасе прошла встреча главы Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова с представителями общественности республики. Ее участники обменялись мнениями по вопросу повышения эффективности работы с ингушской молодежью. Как подчеркнул глава республики, молодежная тема очень серьезная для Ингушетии. Учитывая те задачи, которые ставит перед собой республика, ключевое место в их решении занимает именно молодежь, сказал Юнусбек Евкуров. По мнению главы, часть представителей молодежи этого не понимают или не хотят понимать. Юнусбек Евкуров считает, что в вопросах воспитания подрастающего поколения в целом не дорабатывают родители, школа. Будущее в республике в том числе зависит от того, как мы воспитаем, подготовим свою молодежь. И вообще все, что мы делаем, мы все делаем для своей молодежи. Есть такое хорошее слово. Вот для этого мы все делаем для своего поколения. Надеемся, что поколение будет лучше, чем мы в последующем. Поведение и поступки человека во многом зависят от воспитания родителей, но еще больше и от того, какое влияние имело на него общество, в котором он живет. Глава уверен, что директора школ должны нести ответственность и за тех своих выпускников, которые, став студентами, показывают слабые знания и плохое поведение. Многие директора были недоумения, почему я с них спрашиваю, почему студенты учатся плохо. Они считали так, что они научили, отучился, ребенок уехал, и они не отвечают за него. А чтобы было понятно всем, ребенок с 1 по 10 или уже сейчас по 11 класс 60% времени проводит, если по уму выстроено, проводит в школе. Значит, 60% кроме сна, я имею в виду светлого время дня, когда он на ногах, 60% за его воспитание кто отвечает? Педагог? И только тогда директора начали понимать, о чем я говорю. Многие, которые имеют сайты, я понимаю написать критику. Я понимаю, если вы написали, там, задержали кого-то выгнали, в том числе вот по этим делам, которые происходят во всех регионах России. Пишут, в Пскове, в воинской части, был лично там, разговаривал, общался. Из 100 случаев, один случай может быть там, где ингуша именно обидели. 99 случаев, все, кто был в армии, это все знают, о чем я говорю. Нет такого, чтобы ингуша кто-то обидел. Нет, находится группа, шайка. Вот звонит мне оттуда, начальник гарнизона, командир этой бригады. Наш представитель, который там находится, ничего не понимают. Находится шайка, 6 человек, которые забирают телефон у молодых солдат. Хотя, какие молодые, все молодые, 1 год службы. Издеваются, избивают. Ну, казалось бы, чего вам не хватает? Вот представитель наш докладывает, спрашивает, чего вам не хватает? Молиться вам комнату дали в части, это вам дали, все вам дали, чего вам не хватает? Нет, находятся общественники, которые потом еще больше вкладывают смуту в сознание молодых людей. Врут! Ну почему нельзя разобраться с правдой, написать правду, что эти парни не правы? Это же даст воспитание другим. Нет, наврать, написать, потому что здесь сами же являются тоже врагами народа. Ну, по-другому не назову. Почему я это говорю? Когда я сейчас в Ставрополе встречаюсь с молодежью, когда мне молодой парень задает вопрос, я ему отвечаю на вопрос, говорю, слушай, это не так. Он мне говорит, ну мы же верим в то, что пишут на сайтах. Мы же этому верим. Нам же кажется, что это правда. Я вас часто собираю, довольно часто, общаюсь с вами. Дело не в том, кто стоит на этой трибуне или в кресле президента России. Дело в том, куда мы идем, к чему мы идем. И для чего мы это все делаем, для чего стараемся.
Юнусбек Евкуров обратил внимание участников встречи на необходимость вести разъяснительную работу среди населения республики, объяснять родителям, что своей субъективной критикой действий правоохранительных органов власти, основанной на недостоверной информации и далекой от реальности, они сеют в молодых людях семена пессимизма и недоверия, а в свое время могут дать всходы на поле терроризма. Не говорите в присутствии своих детей, что вы, да, я понимаю, что вы так думаете, что вы уверены, что вы незаконно убили. Но не говорите об этом в присутствии своих детей. Почему? Потому что чем больше вы будете это говорить, тем больше они будут озлобляться. И завтра будет из-под контроля, они пойдут на поводу тех же бандитов, которые повели первого вашего сына на поводу. Толкнули на преступление. А наоборот, присутствуя в них, пытайтесь сказать, что он ошибся, что он был ненаправлен, что было не так. Если вам дороги их жизни, давайте сохраним их. Происходит теракт в Владикавказе, наш след. На Черменском кругу, наш след. Сейчас Домодедово теракт. День и ночь только думаешь, только бы не мы. Поднимаешь справки, кто теракт, кто смертником стал. Никакого воздействия на него не было со стороны власти, ни на него, ни на его родственников. У нас только один случай, когда там поставили Джанил фамилия, конечно, была, да? БТР. И то, понятно, известно, уже известно, как эти же боевики использовали эту ситуацию. В темную парня направили, взорвали. Когда же в его выступлении показывают, видно, все психологи все это изучили пленку, ведущие психологи там. Сербского и другие, изучили, понимают, что это все под воздействием человека. Использовали сами же ситуацию. А это все, опять же, отсутствие нашей работы с молодежью. Некоторые силы не хотят нормального человеческого развития нашей страны. Прилагаются все силы, чтобы создать напряженную ситуацию, блокировать все позитивные начинания руководства. Для этого не внушаются использовать и бандитские вылазки, и террористические акты, запугивание представителей государственных органов. Большой акцент преступник делает и на информационную составляющую. Да, мы согласны в работе правоохранительных органов. Не все идеально допускаются группы, а порой используют сотрудники правоохранительных органов действия. Во всем известных фактах проводят проверки. Виновным привлекается дисциплинарным уголовной ответственности. Есть и такие случаи, когда молодежь знакомится через интернет-сайт, девушка убегает из дома и тайно выходит замуж за других национальностей. Там. Как в случае со студентками Ингушского государственного университета Баркихоева, Карабулака и Арсель Госназрани. Одна очутилась у нас в Москве, вторая в Денском районе Чеченской Республики. Первая была информация о том, что похищена, и другая информация, что она уехала установить террористический акт. Другой случай: пропал гражданин Амхадов, житель города Назрань. Данные сайты дали информацию, что он похищен. Оказалось, что он совершил диверсионно-террористический акт на Черменском посту. Опровержение не последовало. То же самое прошло по ситуации, связано с совершенным ДТА на рынке города Владикавказа. Данный теракт совершил работник государственного учреждения Республики Ингушетия Мальсагов, но опровержение на сайтах не появилось. Появляется информация, поспешили сообщить, что в Ростове были похищены 5 студентов из Ингушетии. Пару Ибрагим, Миржоев Тимирлан, Тичоев Гапур и Магожев Магомед. Однако выяснилось, что указанные студенты находятся в Ленинском районе города Ростов-на-Дону. С ними общается адвокат. По предварительным данным, за дело подозревали совершение преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ, то есть похищение человека. Таких примеров много. Глава республики вручил на этой встрече пропускные удостоверения представителям общественных и правозащитных организаций, дающие им право в любое время осуществлять контроль над содержанием подследственных в изоляторах временного содержания МВД Ингушетии, и сообщил, что к тем из чиновников, которые станут препятствовать им, будут применяться меры вплоть до освобождения занимаемых должностей. Молодежному парламенту Ингушетии Юнусбек Евкуров поручил совместно с другими молодежными организациями до 20 февраля разработать и изучить стратегию развития молодежи республики. Пресс-служба главы Ингушетии специально для программы «Вести».